Река Кенч – пример экологической проблемы. Строительные отходы и бытовой мусор, от которого систематически избавляются, скидывая в русло реки, тем самым загрязняя природу. Это же происходит, как вам сказать, стихийно. Это вот сегодня там не было, завтра они могут быть отходы. Сторожей там поставить невозможно. Это все от сознательности граждан зависит, которые проживают рядом с этими территориями. Потому что, к примеру, вот рядом с чьим домом кто-то без спроса высыпет строительные отходы. Никто не позволит же это сделать. Ну, я вот поэтому думаю, если люди бы не были заинтересованы в этом, то эти действия не происходили бы. Однако одной лишь административной работы мало. Экологи и общественность призывают к комплексному подходу, просвещению, пересмотру правил водопользования и контролю за строительными работами. Несоблюдение может привлечь за собой штрафы, а в некоторых случаях возможно даже уголовная ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Систематически выезжаем, проверяем русло рек. У нас республика разбита там между инспекторами. Каждый инспектор на своей территории работает, выявляет эти нарушения, выписывает протоколы. Но однако же ситуация, как мы видим, не меняется. Можно сказать, даже в худшую сторону последний год идет. Последствия такого поведения очевидны. Река обмелела, живность погибла, страдают животные, которые приходят на водопой. Нарушается естественный водооборот. Река Кенч еще несколько лет назад была намного полноводнее. У нее было широкое русло. Местные жители не всегда осознают масштаб ущерба. Особенно тревожное состояние сегодня у реки Сунжа. Регион испытывает экологические трудности. Адам Гуражев, Абдулла Тангиев, Магаз 24.